с моим арестом какой-то вот вакуум стал происходить. И вот, понимаете, я даже оттуда умудрялся писать. Именно в политической жизни? Да, да, да. И я стал писать, передавать через адвоката, адвокат жене, потому что первые полгода это вообще изоляция. Я, ну, может быть, там в какой-то резкой форме, я четко говорил такие вещи, ну, они просто есть, как говорят, с песни слов не выбросишь, да? Я говорил, меня совсем не устраивает и меня не тешит мое самолюбие, что у нас сегодня в Крыму есть, который один сидит, уважаемый, да, среди народа, который человек, и подлецы народа. А между ничего не происходит. Я говорю, это меня совсем не устраивает. Я считаю, что это это очень неправильно, что этого вакуума не должно быть, потому что постепенно уважение, сострадание к тому, кто сидит, перерастет в некое такое желание, в память какую-то. А кто народом будет заниматься? То есть так или иначе роль подлецов хочет, ну, при вакууме будет каким-то образом наполняться. Ну, это, наверное, была все-таки их часть стратегии – изолировать лидеров. Да. И одного посадить, остальных, ну, дистанцировать. Я так и говорил, что Рифат ага, Мустафа ага – это символы нации, они находятся там, на материковой Украине. Они, конечно, день и ночь будут посвящать работе, свою жизнь посвятят. Мустафа вообще всю свою жизнь посвятил своему народу. Рифат ага активно работал, даже я это в тюрьме видел, то есть из обрывков каких-то, да, информации. Но в Крыму что? Нужны определенные действия, которые народу будут показывать, что там вакуума не будет. И тем самым еще больше изолировать деятельность вот этих подлецов. Это, я много читал, эти методы не новые. И ясное дело, что либо мы найдем эти возможности, либо постепенно, чем дальше, тем больше народ погрузится в этот мрак. А нам надо жить. Нам не надо приспосабливаться. Нам нужно жить и постоянно показывать сопротивление.